Для детей школы-интерната номер 87 День Святого Николая оказался по-настоящему праздничным. К ним в гости пришли студенты Национального университета Одесская юридическая академия. Причем сразу с двух факультетов – судебно-административного и факультета гражданской и хозяйственной юстиции. Сегодня в интернате живут и учатся 103 ребенка. Среди них есть круглые сироты, есть и те, у кого родители лишили родительских прав. Многие студенты и дети уже знакомы друг с другом, так как это уже далеко не первый такой визит. Они нас так дружно и приветственно встретили. И вообще благотворительность, на мою точку зрения, это часть души, часть чего-то своего внутри, что ты можешь отдать и получить благодаря этому огромное удовольствие. Я считаю, что все детки заслуживают на сказку, и детки, которые обделены родительским вниманием и родительской заботой, должны понимать, что они для нас не чужие, они должны понимать, что это наше будущее, мы должны их поддерживать. Поддержка будущего началась незамедлительно. Сладости, фрукты, игрушки, огромный телевизор и музыкальный центр стали для деток большой радостью. Вы знаете, студенты сами проявляют инициативу в данном мероприятии. Да? Они собирали деньги, сами выбирали подарки, даже из дому. У кого есть какие игрушки, вещи, они сюда привозят. В свою очередь, воспитанники интерната устроили для студентов новогодний концерт с танцами, стихами и песнями. Именно возможность проявить свои творческие таланты и стала главным вознаграждением в этот светлый день. Да, безусловно, но они всегда приносят помимо подарков море позитива, хорошего настроения, радости и, самое главное, улыбок детям. Конечно, для них это всегда приключение, поэтому вы можете увидеть радостные лица, довольные улыбки и счастливые глаза. То особое внимание, которое в Национальном университете Одесская юридическая академия уделяется воспитанию студентов высоких гражданских и человеческих качеств, не пропадает в туне. И можно не сомневаться, что их следующая благотворительная акция уже не за горами. Виктор Добрынин, служба одесских новостей, проект «Рубикон».